Доброе утро, дорогие друзья! В нашем эфире сегодня настоящий микс из полезного, интересного и очень приятного. Начнем с темы, которая касается каждого из нас, особенно в это время года. Мы поговорим о том, почему так важно подкармливать птиц. Казалось бы, мелочь, но эта простая доброта спасает целые виды и делает наш город добрее. А после мы совершим небольшое путешествие во времени. Вы узнаете удивительную историю улиц нашего города и даже спустимся вместе в метрополитен Новосибирска. Также в программе наша традиционная рубрика о здоровье. Мы обсудим, как его поддерживать, в том числе совмещая полезное с приятным медицинский туризм. Расскажем, какой сегодня знаменательный день и непременно сделаем вместе с нашим тренером несколько полезных упражнений. Все это отличный повод собраться всей семьей у экрана. Также напоминаю, что у нас есть телеграм-канал, подписывайтесь, там всегда интересные новости, полезные и не только, но и очень важные советы. А сегодня даже есть опрос. Вот так вот загляните, о чем позже я вам тоже расскажу, дорогие телезрители. Ну а прямо сейчас о погоде. Итак, в центральных районах сегодня 23-30 ниже 0, в заречной группе 30-40 градусов холода, в южных минус 11, минус 18, в Вилюйской группе 22-27 со знаком минус, Нижнеленских 23-24 ниже 0, в западных 17-28 градусов холода, в Колыма-Индиагирской группе Усов уже 22-31 градус мороза, в Янских минус 39, минус 41, ну а на северо-западе 28-38 ниже 0. В Якутске в 6 часов утра температура 30 градусов со знаком минус, конечно, но атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков, ветер восточный 1,4 метра в секунду. Температура минус 23, минус 25 градусов. Ну, ничто так не согревает, как мысли о том, что уже ставят елки и совсем скоро Новый год, так что ударно давайте начнем работать, чтобы все успеть. Ну а прямо сейчас, чтобы хорошо трудиться, конечно же, нужно быть в курсе последних новостей. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. Продажи электромобилей в России в октябре выросли на 20%, год к году до 1614 машин. Это лучший показатель за 1,5 года. Главный драйвер роста – ожидание повышения утилизационного сбора с 1 декабря. Покупатели спешат приобрести машины до подорожания. Лидер месяца отечественный Амбер Авто опять все благодаря доступной цене и госсубсидии в 925 тысяч рублей при кредите. При этом доля электрокаров на отечественном рынке остается низкой, меньше 1%. В Верхневилюйске открыли временную ледовую переправу муниципального значения через реку Вилюй на участке Кельтегей-Чаллыр. Это второй раз, когда сделали переправу именно из бюджета Улуса. Начали подготовку в 20-х числах октября, а сегодня провели проверку толщины льда в нескольких местах. Везде более 30 сантиметров, поэтому разрешено с учетом ограничения движения транспортных средств общей массой, не превышающих 4 тонны. Дорога будет существовать до открытия федеральной переправы. Больше всего в этом нуждались и очень рады жители заречных наслегов. Ширина по реке Вилюй 430 метров, ширина каждой полосы по 15 метров. Вот. Дальше по косе идет и по заводе. На заводе толщина еще больше. Переправа открыта только для легковых машин, не для грузовых. Поэтому рейды будут проводиться, проверку будут проводить муниципальное образование. Мы будем контроль и надзор проводить. В Центре отдыха и оздоровления детей «Сосновый Бор» стартовала профильная смена «Агрофест». В этом году на смену приехало 88 детей из 10 разных районов республики. В течение недели юные активисты, увлеченные аграрной наукой и сельским хозяйством, поучаствуют в беседах и встречах со специалистами. Кроме того, было объявлено, что по итогам конкурса авторы лучшего проекта будут награждены щедрым грантом. В течение смены дети будут именно изучать азы предпринимательства, как писать проекты, как писать бизнес-план. И самое главное – это наша мотивация, что детям мы должны показать, что не только трудом,
и умом можно поднять уровень агронаправления своей силы, своей школы, своего района, своей республики и даже своего региона. Национальный художественный музей пополнился 2 новыми произведениями искусства. В дар были переданы картины авторства Федота Макарова. Первая композиция посвящена известному снайперу Ивану Кульбертинову и получила название «Снайпер Пемпе». Якутянин изображен в традиционной якутской одежде с винтовкой наперевес. Вторая картина отражает якутскую охоту в осеннем лесу. Полотно получило название «Привал устья реки Тукулан». Портрет Николаева, товарища по охоте. Изображения выполнены в масляной технике на холсте. Отмечу, дарение произведений завершает выставку «Имена и даты», посвященную 80-летию Якутского художественного училища. Замечательный подарок, который, конечно, войдет в историю, в золотой фонд нашего собрания, во-первых, ну и в историю, наверное, вообще вот таких вот замечательных даров, потому что такие вот дары бывают крайне редко. Они бывают, но очень редко. И за нами вот вы видите работу Семёныча на привале. У нас республика, как вы знаете, мужчины занимаются, любят охоту, но работ вот такого плана на охоте, на привале, среди природы у нас нет. От новостей перейдем к датам календаря. Какими праздниками ознаменован сегодняшний день? Сегодня 80 лет исполняется Георгию Родионову, известному якутскому художнику, косторезу, ювелиру, народному художнику Якутии и заслуженному художнику Российской Федерации. Сейчас в Национальном художественном музее как раз проходит выставка юбиляра. А какие еще события ознаменовали сегодняшний день, узнаем прямо сейчас. На календаре 12 ноября. Сегодня День работников Сбербанка России, День специалиста по безопасности и Всемирный день борьбы с пневмонией. По народному календарю Зиновий и Зиновья – Синичкин день. По поведению синиц судили о погоде. Если они целыми стайками появлялись у дома, это предвещало скорые холода. Также знали, если синица свистит, это к ясному дню, если пищит – к ночному морозу. Это день в истории. В 1717 году Беслер Орфиреус продемонстрировал изобретенный им вечный двигатель. В 1803 году Николай Карамзин официально назначен российским историографом. Титул в России после смерти Карамзина не возобновлялся. В 1924 году постановлением ЯЦИК присвоено Якутскому областному музею имя Емельяна Ярославского. В 1982 году генеральным секретарем ЦК КПСС избран одна из самых загадочных и противоречивых фигур бывшего Советского Союза Юрий Андропов. В этот день родились Грейс Келли, американская актриса, княгиня Монако; Людмила Гурченко, советская и российская актриса театра и кино; Райан Гослинг, актер; Энн Хэтэуэй, актриса; и Юлия Ковальчук, певица, актриса. Именины сегодня отмечают Артем, Анастасия, Степан, Елена, Александр и Максим. Еще по народному календарю на Руси в это время ждали зимних птиц, синиц, снегирей и готовили для них кормушки. Это обычай превратился в экологический праздник – Синичкин день. Но климат меняется, и привычные ритмы природы сбиваются. Многие якутяне сами заметили, что в этом году утки поздно покинули городские водоемы. Почему так происходит и как эти изменения влияют на пернатых, которые остаются зимовать в Якутии? Сегодня у нас в студии эксперт, который поможет разобраться в этом. Анатолий Лукин, лаборант, исследователь Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения Российской академии наук. Доброе утро. Доброе утро. Ну, наверное, всех сейчас без исключения вспомнили, что утки, правда, очень поздно в этом году улетели. А с чем, по вашим наблюдениям и данным, связана такая поздняя миграция в конкретном году? Да, в данном году получается поздняя миграция, как люди говорят, да, то, что утки не улетели. На самом деле это есть простое объяснение. Это были утки, которые сами люди выпустили, которые используют на охоте, подсадные утки. Их просто выпустили на наших озерах, получается, и они не улетели. У них как бы нету функции миграции, они сами не знают, и таким образом они у нас и остались, можно сказать. Ну, хорошо. Является ли такая задержка, на самом деле все равно у нас климат меняется, да? Как это влияет на птиц и как это влияет в том числе на зимующих птиц? В
в этом нет никакой взаимосвязи между, допустим, утками и воробьиными птицами. Это совсем разные другие разные экологические ниши. А так, на самом деле, то, что вот если вообще вот изменение сроков прилета, пролета птиц, у нас как раз-таки ведется мониторинг по изучению мигрирующих птиц, которые вот прилетают к нам весной. И мы с командой занимаемся кольцеванием птиц в Якутии уже в 2 точках, можно сказать. И как бы такая работа как раз-таки ведется по мониторингу птиц. И в основном для воробьиных птиц. И влияние вот теплой осени, возможно, или в этом есть объяснение о том, что вот в западных регионах России действительно вот есть смещение сроков в пролетах уток, других отрядов птиц. И к этому можно сказать то, что у нас такая работа в Якутии ведется. И чтобы вот определить точно, есть ли точное смещение сроков, это вот нужны годы работы. Ну, то есть на данный момент сказать, что смещение произошло, невозможно. То есть вроде все в пределах нормы. Да. Ну, а вообще теплый климат влияет на численность, то есть тех, кто остается с нами зимовать? На самом деле теплый климат, зимний теплый климат может влиять на наших зимующих птиц. И действительно, вот в некоторых годах, когда вот бывают аномальные холода, вот действительно наши зимующие птицы, конечно же, им сложно зимовать. И это от года к году зависит, можно сказать. Ну и, конечно, вопрос от многих горожан, в том числе от родителей детей, потому что детки очень любят подкармливать животных, в том числе не остаются упущения и кормушки для птиц. Какие продукты для синицы и других зимующих птиц действительно полезны, а какие строго под запретом? То есть чем лучше подкармливать, что оставлять в кормушках? Да, вот разрешаются и как бы для птиц более так нужны именно, можно начать из семян льна, тыквы, подсолнечника, можно сказать, сало, но она не должна быть соленой в первую очередь. И запрещается, конечно же, давать птицам соленые, жареные, острые, сладкие. И есть люди, у которых вот до сих пор не знают то, что кормят птиц белым хлебом. Это совсем неправильно, можно сказать, потому что как бы это все дрожжи, и в животе как бы происходит вздутие, и все это очень плохо влияет на птиц. Даже, то есть, если это речь о сухарях, даже бездрожжевой сухари, черные, что-то из этого? Да, из этого можно использовать, сухари можно использовать и черный хлеб. Вот белый хлеб вот, в особенности опасен для птиц, можно сказать. Ну, вот Синичкин день, это просто красивый повод напомнить о том, что нужно делать кормушки, нужно поддерживать экологию в целом, да? Или это все-таки какая-то дата отсчета, когда, правда, уже начинает не хватать корма для птиц? Да, вот 12 ноября как раз-таки вот наши коллеги из Союза охраны птиц России из 2000-х годов начали отмечать данный праздник, можно сказать, да, Синичкин день. И как раз-таки в этом есть 2 объяснения. Первое, это, конечно, экопросветительское, то есть это внимание людей к зимующим птицам. И второе, возможно, то, что вот действительно вот нашим птицам вот период наступления первых холодов, конечно же, им сложно адаптироваться, оставаться там на зимовках у нас. И таким образом можно сказать, что это очень хороший такой день для защиты наших пернатых друзей, можно сказать. Спасибо, что пришли. Очень интересный рассказ. Я думаю, что по-другому посмотрят на отношение к кормушкам и задумаются о том, чтобы делать это правильно. Дорогие друзья, после такого полезного разговора давайте посмотрим на одну из многочисленных историй спасения пернатого. На этот раз случай произошел в Приморье, там спасли ушастую сову. Кто в коробке? В коробке ушастая сова. Это один
представитель совообразных, один из 13 видов, которые в Приморском крае существуют. Орнитологу Сергею Сурмач часто достаются такие сюрпризы. 3 дня назад его разыскал школьный сторож. В окно на ходу влетела птичка, приняла отражение в стекле, залез в естественную среду. Видимых переломов у ушастой сотрудники школы не обнаружили, но все равно птица получила большой удар и была контужена. Днем сидела в коробке, я ее принудительно кормил. Не очень принудительно, потому что она, на удивление, быстро согласилась. Ученый сразу решил, нужно помочь подопечной прийти в себя. Дома Сергей Григорьевич 5 раз кормил ее размороженным мясом индюшки. Говорит, можно было бы давать сырую рыбу без косточек, подошел бы любой белок. Этой сове очень повезло, у нее не сломано крыло, значит, отпустят в лес. Но прежде нужно хорошенько пообедать. Вот тебе моя маленькая, давай, глазки закрываем. Глазки открываем. Я думаю, за неделю я бы научил ее саму кормить, питаться. Она маленьких мышек целиком проглатывает. У нее рот хорошо раскрыт. Большой, да? На части рот. Такая безобидная птичка. Ест только мышек, вреда не приносит. И вот долгожданный момент, дух свободы. Испуганный совенок вначале и не понял, что его отпустили на просторы. Не прошло и минуты, как ушастая, вспорхнув крыльями, стремглав улетела, не дав шансов нашей съемочной группе полюбоваться ее долгим полетом. Такие птицы не могут и не должны жить в неволе. Это их жизненная кредо. Елена Петрова, Тарас Боднарук, «Панорама». Спасение любого живого существа – это всегда про заботу и правильные действия. Забота о собственном здоровье не менее важна. После такого доброго сюжета самое время позаботиться о себе. Готов взбодрить тело, размять мышцы и зарядиться энергией? Ну тогда давайте сделаем зарядку. Всем доброе утро, и сегодня мы снова продолжаем заниматься йогой. И сегодня нам понадобится стульчик, скорее берите его с собой, и мы будем делать простые легкие упражнения. Первое наше упражнение – собака морда вниз, собака морда вверх со стулом. Входите в угол 90 градусов, вытягиваете ручки вперед, делаете хороший вдох и легким перекатом вытягиваетесь вперед к стулу, протягиваетесь тазом, вытягиваетесь за макушку вверх. Здесь делаете вдох. С выдохом снова выходите, собаку мордой вниз, вытягиваете поясницу, за макушку тянетесь вперед, ручки вытягиваете, дыша вдох, выдох, подтягиваете коленки. Отлично. Сделать так можно 2-3 раза, и сейчас приступим к следующему упражнению. Снова встаем ближе к стулу, но ручки теперь ложим на спинку стула, вытягивая ручки вперед по спинке стула. Вытягиваем под коленками, за макушкой вытягиваемся вперед. Вот вся эта йога направлена на крестец и на спину, на вытяжение позвоночника. Здесь мы дышим вдох, и с выдохом мы скругляем спину, позвоночник тянем к потолку, а со вдохом снова тянемся вниз к полу, вытягивая полностью крестец, втягивая его, втягивая и подтягивая грудную клетку. И снова выдох, вытягиваемся вверх к потолку, вдох, тянемся вниз. За это упражнение ваша спина скажет вам спасибо с утра. Следующее упражнение. Ножку ставим на стул, отшагиваем задней ножкой назад, вытягиваемся вверх. Здесь делаем вдох, с выдохом подтягиваемся немножко вперед. Вдох, отталкиваемся назад и делаем такие движения. 1, 2, назад. Вдох вперед, выдох назад. И то же самое делаем на другую ножку. Ставим левую ножку на стул, отшагиваем задней ножкой подальше. Делаем движение от себя и к стульчику. Выдох, вдох, выдох. Вытягиваемся за макушку вверх. И снова вдох, выдох. Вытягиваемся вверх. Отлично. Техники безопасности лучше всего будет стульчик прижать к стене. Тогда уровень риска, что он упадет или наклонится, будет намного меньше.
Следующее упражнение мы выполняем сидя на стульчике. Ножки угол 90 градусов, ручки на спинку стула. Вытягиваемся за макушку вверх, подтягиваем позвоночник, делаем хороший вдох через нос. И с выдохом аккуратно скручиваемся, разворачиваясь к спинке стула. Здесь мы продолжаем вытягиваться вверх позвоночником за макушку. Продышиваемся в этом положении, вдох и выдох. И спокойно выходим из положения, чувствуем насыщение кислородом полностью во всем теле. И помните, в йоге самое главное дыхание. Делайте все с комфортом, с любовью к себе. Спасибо. До новых встреч. Отлично, тело потренировали. Теперь потренируем память и речь. На очереди очередной выпуск рубрики «Изучаем язык». Ütö күнінен. Ütö күнінен. Сегодня научимся склонять имена существительные по падежам. Аня, сколько падежей в русском языке? 6. Правильно. А в якутском языке на 2 падежа больше. Это основной, винительный, винительно-собирательный, частный, дательный, исходный, творительный и совместный. Начнем с основного и винительного, так как они выражают прямое дополнение и их часто путают. Основной падеж не имеет особого падежного аффикса и потому совпадает с основой слова. Употребляется в тех случаях, когда прямое дополнение мыслится как нечто общее или неизвестное. Отвечает на вопросы «кто» и «что». Ким, онна, тох. Ким, тох. Слушаем и повторяем за мной. Дже. Дом. Дже тутабын. Молодец. Строю дом. Сурук. Письмо. Сурук суруябын. Суруябын. Пишу письмо. Инах. Корова. Инах ыбын. Дою корову. Вы, наверное, заметили, что имена существительные сохраняют свою основную форму. Идем дальше. Винительный падеж употребляется в тех случаях, когда прямое дополнение мыслится как нечто конкретное или известное. Отвечает на вопросы «кого», «что». Тогда к имени существительному прибавляется аффикс винительного падежа «н» или «ы», имеющий различные вариации в зависимости от предшествующего звука. Слушаем и повторяем за мной. Уол – мальчик. Уолу – мальчика. Уолу – мальчика. Бу уолу билябин. Я знаю этого мальчика. Бу уолу. Бу уолу. Билябин. Үле – работа. Үлени – работу. Үлени. Работу. Üçügey үлени көрдүүбүн. Ищу хорошую работу. Üçügey үлени көрдүүбүн. Молодец. Ит – собака. Иты – собаку. Итырык иты баябын. Привязываю злую собаку. Итырык иты баябын. Отлично. У Ани очень хорошо получается. Итак, мы узнали о склонении имен существительных в основном и винительном падежах якутского языка, а также об особенностях их употребления. Керсё хадери.
Кстати, о якутском языке в столице республики выступили с инициативой присвоить улицам якутские названия. Автор проекта и составитель детской энциклопедии «Твоя Якутия» Диана Сивцева обратилась к мэру Якутска с предложением присвоить вновь образуемым улицам оригинальные наименования на якутском языке, отражающие богатство природы, культуры и истории республики. Как вам такое предложение? Мы спросили наших подписчиков, голоса в основном разделились с такими ответами. Да, будут не похожи на другие города названия улиц. Сомневаюсь. Могут быть частые ошибки в документообороте. И вот в комментариях даже написали, что нет, но не из-за трудностей произношения, а потому что улица с таким именем в паспорте будет проблемой для восприятия в других регионах Российской Федерации. Ждем ваши комментарии, ждем ваши ответы. Также в нашем телеграм-канале не забудьте подписываться «Утро Якутии». Нам очень интересна ваша позиция, но интересно, будет ли такая инициатива одобрена. А мы с вами продолжаем знакомиться с улицами города Якутска вместе с учащимися медиацентра Якутского городского лицея. Здравствуйте! Улица Хабарова в Якутске. Сегодня это часть современной автомобильной магистрали. Но так было не всегда. Еще в начале 20 века эта улица, носившая тогда название Набережной, была настоящими торговыми воротами города. Летом она оживала. К берегу протоки Лены причаливали суда с купеческими товарами для ярмарки, работали баня, электростанция. А в 1948 году ей присвоили имя человека, чья судьба неразрывно связана с становлением Якутии – Ерофея Хабарова. Но кем же он был? Не просто завоевателем, а настоящим пионером-хозяйственником. В суровом 17 веке, когда другие искали лишь легкой добычи, Хабаров думал о будущем. Он был тем, кто начал обустраивать эту землю. Он заложил первые пашни в Ленско-Илимском крае, доказав, что и в Якутии можно заниматься хлебопашеством. Он нашел и начал разрабатывать первые соляные источники на реках Кута и Вилюй, решив одну из самых острых проблем того времени. Его хозяйственная деятельность, хлебопашество, солеварение, торговля стала катализатором экономического развития края и притока русского населения. А еще Ерофей Хабаров – это легендарный землепроходец. Его экспедиция на Амур стала одной из самых успешных в истории Сибири. Он не просто прошел Великую реку, а основал первые русские остроги, составил подробные карты и присоединил огромные земли к России. Он сочетал в себе отвагу воина, талант организатора и дипломата. Так почему же его именем названа улица? Как символ не завоевания, а трудового подвига, предприимчивости и начала оседлой жизни на якутской земле. Прогуливаясь сегодня по улице Хабарова, мы вспоминаем человека, который не брал, а строил, который заложил основу того, чем Якутия живет и поныне. И в этом его главное наследие. Спасибо за интересную историю. Мы с вами узнали много нового. Но вообще говорят, что современные подростки только и делают, что сидят в телефонах. Но наша следующая героиня – живое доказательство того, что с помощью гаджетов можно не просто потреблять контент, а создавать нечто полезное и даже менять жизнь сверстников к лучшему. Кристина Васильева, ученица Якутского городского лицея, не просто выиграла грант в 100 тысяч рублей, а самостоятельно реализовала свой проект. О том, как школьница помогает таким же, как она, подросткам зарабатывать на творчестве, в нашем следующем сюжете. Самый большой в телеграм-канале, он на 22 тысячи подписчиков. Тут есть художники как штатные, которые... Еще год назад эта идея была лишь смелым проектом на смене лагеря «Интегра». Сегодня телеграм-бот Кристины Васильевой – это реально работающий инструмент для десятков якутских подростков, которые хотят монетизировать свое творчество. Я сама занимаюсь рисованием около 6 лет. И очень много людей, которые занимаются, даже если не зарабатывают на этом, они просто как карманные деньги имеют с этого. Мне тоже было так, я тоже хочу. Я начала этим заниматься, и в какой-то момент я поняла, что это очень сложно, там что-то нужно думать, что-то нужно мозги включать. Было бы классно, если бы было бы какой-то, не знаю, бот, которому я могла написать, и он бы мне всю информацию выдал, или в котором бы она вся хранилась. Потому что даже все эти статьи читать, я такие тоже видела, это очень скучно. А так это более практично, я считаю. И я выбрала создать не приложение целое, потому что я не технарь, я вообще с математикой, информатикой не особо дружу. Но я знаю, что очень много подростков сейчас пользуются Телеграмом.
Сделаю бота, в котором будет вся эта информация, которую я сама нашла, и люди будут смотреть, искать, и вот им надо, они это используют. Он сам не работает как чат GPT, то есть ему ты не можешь задать какой-то конкретный вопрос, в нем просто есть категория, как сборник информации, ты по категориям ищешь, находишь то, что тебе нужно, и используешь это. Выигранные 100 тысяч рублей стали для Кристины не просто приятным бонусом, а инвестицией в будущее. На эти деньги она купила графический планшет и iPad, профессиональные инструменты, которые помогли ей выйти на новый уровень. Но она была, как все, наверное, творческие дети, букой. Она могла сидеть по 10-12 часов в комнате и только рисовать. Я подумала, надо ребенку научиться коммуникации. И вот мы попали в лагерь «Интегра». Я очень благодарна этому лагерю, Василине Юрьевне благодарна за то, что она смогла раскрыть ребенка и смогла в ребенке вот эту творческую жилку научиться проговаривать вслух. И мне очень хотелось бы, чтобы она могла дальше с этим идти. И у нас первый был заход в лагерь, она неожиданно для всех выиграла турпутевку во Владивосток. А в следующий год она поехала уже настолько заряженная, она говорит, я должна прям круто сделать себе проект, и она сделала этот проект, мы даже не знали, какой проект. И в этом была удивительная уникальность лагеря, что они говорили, родители, не подсказывайте. Ребенок сам изнутри должен захотеть свою инициативу. А мы уже таки наготове, мы сейчас презентацию сделаем, мы сейчас все подготовим. Оказалось, что так не нужно делать. У ребенка должна быть собственная инициатива, собственное видение. И так случился у нас телеграм-бот. Сейчас Кристина ученица 11 класса Якутского городского лицея. Сложный выпускной год не мешает ей строить грандиозные планы. После школы планирует поступать на графического дизайнера, чтобы превратить свое увлечение в профессию. Когда я выиграла грант, после этого я поступила в лицей. Я вообще училась в хатасской школе в селе. Я как раз-таки использовала то, что вот я такая инициативная, я выиграла грант, примите меня, пожалуйста, к вам. Я видела, что они реально смотрели, читали это. Я поступила, получается, в 10 класс туда. Из-за того, что я туда поступила, у меня небольшие эти накладки, все-таки привыкла к новому месту, к новой школе. И из-за этого немножко затормозилась разработка бота. Но в целом я учусь там хорошо. После 11 я собираюсь поступать на графического дизайнера, скорее всего, что-то такое. Потому что, мне это нравится. История Кристины – прекрасный пример того, как подростковая инициатива, поддержанная грантом, превращается в реальное и очень нужное дело. Она не только реализовала свою мечту, но и проложила дорогу для других. И кто знает, возможно, именно ее бот поможет раскрыться следующему талантливому дизайнеру или художнику из Якутии. Катерина Винокурова, Артумен Наговицын, Якутск. Талантливые дети у нас растут, без сомнения. Очень интересно, что в Якутии уже начинается первый этап Северо-Восточной олимпиады школьников. Это масштабное мероприятие, которое проводится для старшеклассников по всей стране, а также в некоторых зарубежных странах. Поговорим о том, как она устроена и какие возможности открывает. В студии Елена Дьяконова, начальник отдела взаимодействия с образовательными учреждениями факультета довузовского образования и профориентации Северо-Восточного федерального университета, и Егорова Анжелика, студентка 3-го курса Института зарубежной филологии и регионоведения, которая поступила в университет благодаря успеху в этой олимпиаде. Доброе утро. Доброе утро. Очень здорово, что вы как живой пример к нам пришли, и, конечно, мы очень хотим узнать о Олимпиаде. Расскажите, в чем она отличается от других Олимпиад? То есть все мы знаем городская Олимпиада, республиканская, все привыкли, а вот данная Олимпиада, ее специфика. Доброе утро, уважаемые зрители. И вообще в Якутии проводится много олимпиад. Наша Северо-Восточная олимпиада школьников входит в число вузовских олимпиад, и наш университет в этом году проводит ее уже 16-й раз. То есть это такое масштабное мероприятие с большой историей. Все профили нашей олимпиады входят в перечень Минпросвещения, и 2 профиля нашей олимпиады — это русский язык, филология и родные языки, они входят в перечень Минобра. То есть в перечень Минобра входит всего около 80 олимпиад, вузовских самых крутых, и в перечень Минпроса около 700 мероприятий ежегодно включается. И самое главное достоинство — то, что
мероприятия из этих перечней, и вот наша Олимпиада, они принимаются не только в СВФУ, но и другими вузами нашей страны. Вот. И самое основное преимущество нашей Олимпиады – это доступность. То есть если во Всероссийской Олимпиаде у нас есть несколько этапов, да, школьный этап, муниципальный, республиканский, региональный и потом финал, то в нашей Олимпиаде всего 2 этапа. И первый этап, он дистанционный. То есть каждый ребенок из каждой школы, кто хочет принять участие в нашей Олимпиаде, он это может сделать. Вот. И третья тоже уникальность нашей Олимпиады заключается в том, что один из наших профилей, родные языки, вот Анжелика как раз у нас представитель как студенчества уже, которая пришла к нам в университет именно через этот профиль, они вышли на федеральный уровень. То есть до Северо-Восточной Олимпиады школьников ребята через родные языки не могли без экзаменов поступать в вузы, и они имели только дополнительные баллы, и то не во всех вузах страны. Сегодня профиль родные языки нашей Олимпиады, во-первых, проводится почти более чем в 70 регионах, и в этом году у нас 57 профилей. То есть мы проводим Олимпиаду, хоть мы и находимся в Якутии, но мы проводим Олимпиаду по родным языкам всей нашей страны. Очень интересно. То есть практическое применение – это возможность получить и дополнительные баллы, да, и возможность поступить. Абсолютно верно. Но, конечно, главная ценность Олимпиады, как интеллектуального конкурса, это повышение мотивации к изучению предмету, а также увлечение, то есть укрепление знаний. Вот. А вообще, поскольку это у нас Олимпиада, перечни входят вот в эти профили нашей Олимпиады входят в эти перечни, то ребята могут получить от 1 балла до поступления без вступительных экзаменов, как Анжелика, не только в СВФУ, но и во многие вузы России. Но это зависит от профиля. То есть, например, если ребята, те, кто участвовал и стали дипломантами по филологии, это русский язык, литература и родные языки, туда входят все языки, которые коренных народов нашей республики. Если они сдали ЕГЭ на 75 баллов и выше, они могут поступить в СВФУ на многие направления подготовки без вступительных испытаний или приравнять свой результат по ЕГЭ по русскому языку к 100 баллам. То есть это очень уникальная возможность, при том, что ребята, к примеру, с филологии у нас поступают без ЕГЭ по биологии и химии в мединститут. Они поступают на архитектуру в инженерно-технический институт. То есть это уникальная возможность. И сегодня мы говорим о том, что Олимпиады – это самая эффективная стратегия поступления в вуз. Ну, когда говорят взрослые, это, конечно, очень доступно и интересно, но давайте поговорим о том, как вы вообще решили участвовать в Олимпиаде, почему сделали такой выбор и чем это закончилось. Доброе утро, дорогие зрители. Я уже студентка 3-го курса СВФУ. Родом я с Сунтарского улуса, и я окончила Кюкяльскую политехническую среднюю общеобразовательную школу имени Анатолия Константиновича Акимова. Я с самых младших классов начала участвовать в Олимпиадах, и сначала это было просто из-за интереса, но начиная с 9 класса я уже целенаправленно готовилась и участвовала в Олимпиадах, потому что учителя сразу говорили, что эти достижения могут дать дополнительные баллы при поступлении в университет, и я четко знала, к какой цели я иду. И в 10 классе я стала дипломантом Олимпиады СВОШ по якутскому языку. Якутский язык, потому что я считаю, что все начинается со своего родного языка, и именно к языкам у меня был интерес с самого детства. И, пользуясь случаем, я хочу выразить свою огромную благодарность своему учителю якутского языка Евсеевой Ангелине Петровне за подготовку к Олимпиаде. И именно она узнала и рассказала мне о том, что с помощью СВОШ можно поступить на бюджет в СВФУ. И после того, как я узнала об этом, мне оставалось сдать экзамен по русскому языку на 75 плюс баллов. Я усердно готовилась и в итоге сдала русский язык на 87 баллов, получила золотую медаль и поступила без вступительных испытаний на бюджет в СВФУ. И моя специальность называется «Межкультурная коммуникация, образовательная среда, китайский язык». Ну, так сложно получается, но и ведущий язык. Да. Очень интересно. Ну, вот уже стартовые этапы начались, они начались 11 ноября. Что нужно сделать школьнику, чтобы присоединиться к Олимпиаде, вот если узнали только сейчас? Да, мы поздравляем всех с открытием нашего 16-го олимпиадного сезона. Но самое главное – это понять, что Олимпиады для всех.
Это первое. Во-вторых, нужно зайти к нам на платформу olympiadswosh.ru. Даже если вы в интернете набираете «Олимпиада для школьников СВФУ», она сразу выходит. Там вы регистрируетесь. Если вы зарегистрировались в прошлом году или позапрошлом, принимали участие, нужно поменять класс. Вот. После этого там же на платформе будет на главной странице ссылка на демо-варианты. То есть, если, к примеру, я планирую поступать в медицинский институт, я должна принять участие в профилях по биологии, по химии, по медицине и еще по русскому языку, потому что оно может дать возможность вообще без экзаменов поступить. То есть я первый шаг зарегистрировалась, второй шаг я прорешала демо-версии. Если у меня есть возможность, я могу даже обсудить это со своим предметником, с учителями. Благодарим за поддержку учителей наших школ, потому что учителя с большим вниманием относятся к нашей Олимпиаде и вот стимулируют ребят участвовать там. Потом на нашей же платформе в разделе «Материалы» расположены видеоразборы заданий. То есть уже сейчас публикуются новые разборы, то есть ребята могут после решения или до решения демо-вариантов посмотреть эти разборы. Это второе. И третье, для подготовки сейчас мы проводим набор в онлайн-школу Олимпиад. Уважаемые ребята, мы приглашаем всех участвовать. Это будет дистанционно по выходным. И можете записаться по телефону 49 66 99 и принять там участие. После этого уже можно приступать к решению заданий. Спасибо большое, что подробно. Сразу видно, что вы в курсе, как это проходит. Спасибо огромное, что пришли. Очень интересно, как живой пример. Я думаю, что все активно будут принимать участие. Ну и успешного проведения этого сезона. Дорогие друзья, участвуйте обязательно в Олимпиадах. Это правда ваше будущее. Ну а мы переходим к последним новостям. Все. Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. За 10 месяцев текущего года железные дороги Якутии перевезли 393 тысячи пассажиров, что на 10,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот вырос на 16%. Как отмечает пресс-служба организации, стабильный рост пассажиропотока свидетельствует о повышении мобильности клиентов и активных поездках на средние и дальние расстояния. Самым востребованным маршрутом остается Благовещенск, куда только в октябре отправились более 15 тысяч человек. Интерес к этому направлению усилился после открытия безвизового режима с Китаем. В Вилюйске началось проектирование газопоршневой электростанции «Оленск». Для этого города посетили представители отдела капитального строительства Якутской генерирующей компании. Рабочая группа провела совещание с администрацией Улуса и города, представителями Якутской энерго, Сахатранснефтегаза и земельных служб. Участники обсудили вопросы, связанные с выделением земельного участка, организацией полосы отвода и другие технические детали, необходимые для подготовки проектной документации. Строительство планировалось 2 года, защищался инвестиционный бюджет, производился выбор проектной организации, подбиралось оборудование. Сейчас с рабочими визитами Якутская генерирующая компания выезжает на место для оперативного принятия решений, таких как согласование технических условий, согласование отвода земельных участков, под объект строительства, под линейные объекты. И отвечаем на вопросы, которые беспокоят администрацию. В Якутск прибыла делегация парламентариев Татарстана в рамках укрепления сотрудничества между субъектами России. Стороны обсудят актуальные вопросы социально-экономического становления регионов, а также сохранения и развития родных языков. В ходе встречи и пребывания делегация посетит образовательные, социальные и культурные объекты и учреждения Якутска, которые связаны с распространением якутского языка. Одним из таких мест стал детский сад Кескиль. Его особенностью является то, что обучение детей здесь проходит только на родном языке.
проводится большая работа по сохранению родного языка. Это наши программы образовательные, социальная программа «Якутия. Мой край родной», которая разработана на основе программы РКИ-ЭРГИРе и на концепции обучения и воспитания на родном языке по Республике Саха-Якутия. Также наша проектная деятельность по игротеке, национальной игротеке для детей вызвала очень большой интерес. Рассказ «Судьба человека» Шолохова на якутском языке на сцене Саха-театра. 15 ноября состоится премьера спектакля театра юного зрителя «Судьба человека» от режиссера-постановщика Александра Тетигирова. Эта постановка расскажет о жизни шофера Андрея Соколова, который потерял семью во время Великой Отечественной войны. Постановка о его переживаниях и преодолении тяжелых моментов судьбы. В итоге символом надежды и счастливого будущего в пьесе является усыновление Андреем мальчика-сироты Вани. Режиссеры говорят, чтобы я учил хорошо всегда и чтобы над интонацией сильно работал. Я это все исправил, и получается хорошо. После того, как я все проговорил, мне нужно заплакать. А у тебя уже получалось так? Ну, нет, но почти. Вот судьба этого человека, который вот потерял на войне своих родственных, близких людей, да и потом вот берет вот этого мальчика, что он нашел свой путь. Главная вот тема наша вот эта любовь к родине, патриотизму. Такими были новости к этому часу. Всего хорошего и до встречи в эфире. Мы продолжаем делиться актуальными новостями. Последние годы по всему миру активно развивается медицинский туризм. Совокупный объем отрасли вплотную подошел к отметке 280 миллиардов долларов. За последние полгода зафиксировано 15 миллионов медицинских поездок, что на 8% повышает показатели прошлого года. Это возможность одновременно восстановить здоровье и посетить другие страны и города. Но что нужно учесть и как правильно организовать такой отдых, чтобы потом не пожалеть о потраченных средствах и времени, узнаем у нашего доктора. Доброе утро! Тысячи российских пациентов ежегодно обращаются к зарубежным клиникам, но такие поездки связаны с определенными рисками. Важно тщательно подготовиться и выбрать проверенное медицинское учреждение. Перед поездкой стоит убедиться, что клиника имеет международные сертификаты, подходит именно по специализации и есть возможность общаться с командой специалистов. Также важно уточнить детали организации поездки, визу, трансфер, проживание, чтобы все было максимально комфортно и безопасно. Вот пункты, которые помогут снизить риски и повысить качество лечения за границей. Проверьте наличие аккредитации и сертификатов клиники. Уточните, кто будет вести ваш случай и его полномочия. Узнайте информацию о врачах, их квалификации, членстве в профессиональных сообществах и опыте. Детально распланируйте организацию поездки, оформление визы, билеты, трансфер и сопровождение. Уточните условия проживания. Есть ли возможность жить в отеле рядом или в специально организованном для пациентов отеле. Обратите внимание на организацию предварительной консультации или получение второго мнения в России, чтобы правильно подготовиться к поездке. Следуя этим рекомендациям, вы сможете сделать лечение за границей более безопасным и эффективным. Ну а мы рекомендуем все же проходить лечение в России. Дома и стены лечат. Будьте здоровы! Вообще, в поездках мы часто пользуемся общественными видами транспорта. В разных городах они имеют свои особенности и уникальную историю. Сегодня мой коллега Евгений Никифоров познакомит вас с таким видом транспорта, как метро. Давайте вместе с ним спустимся и прокатимся по новосибирскому метрополитену, самому молодому среди действующих в России. Всем доброе сибирское утро, друзья! Мы находимся у ворот в город Новосибирск. Железнодорожный вокзал Новосибирск главный. И именно с этой площади начинается знакомство с новосибирским метрополитеном. Начнем путешествие отсюда. Сперва немного истории. В ноябре 1978 года Совет министров СССР утвердил проект строительства новосибирского метрополитена. А в декабре 1985 года, почти 40 лет назад, прошел первый рабочий поезд от станции Октябрьская до станции Красный проспект и пробный поезд по всем линиям подземки.
новосибирском метрополитене есть один единственный переход с линии на линию. Это переход с Ленинской на Дзержинскую линию, и организован он на станции Красный проспект Сибирская. Новосибирский метрополитен является самым восточным метрополитеном в Российской Федерации, а также 4-м в России. Двери закрываются. Следующая станция – площадь Ленина. В системе Новосибирской подземки действуют 2 линии с 14 станциями. Общая протяженность обеих линий около 16 километров. Все станции являются так называемыми станциями мелкого заложения, расположенные на глубине от 7 до 12 метров. Самая глубокая станция – Сибирская. Станция Октябрьская. А самый длинный перегон находится на участке Октябрьская площадь Ленина – около 2000 метров. Новосибирский метрополитен является 3-м по загруженности в России, перевозя в среднем более 80 миллионов пассажиров в год. Всего за годы своей работы он перевез уже более 2,5 миллиардов пассажиров. И, конечно, пассажиропоток продолжает расти. Осенью 2025 года, буквально пару месяцев назад, была введена в эксплуатацию станция «Спортивная», выходы из которой ведут к ледовому комплексу «Сибирь-Арена». А сейчас за моей спиной знаменитый метромост. Чем же он знаменит? Да тем, что он самый длинный мост в мире. Метромост в мире. Он занесен в книгу рекордов Гиннесса, и длина его составляет более 2 километров. По совокупности климатических условий Новосибирский метрополитен претендует на звание самого экстремального в мире, так как среднегодовая изотерма в месте его географического расположения может опускаться ниже нуля. При определенном везении можно прокатиться в тематических вагонах-музеях, оформление которых посвящено истории города-миллионника, культуре и природе различных регионов нашей страны и даже знаменитому Новосибирскому зоопарку. Следующая станция маршала Покрышкина. Уважаемые пассажиры, во время движения поезда необходимо держаться за поручни и не прислоняться к раздвижным дверям. Кстати, именем маршала и трижды Героя Советского Союза, прославленного летчика Александра Ивановича Покрышкина, названа не только одна из станций, но и международный аэропорт города Новосибирска. Яркие впечатления, скорость, мощь новосибирское метро – это настоящий подземный город-поток. Но после любой, даже самой стремительной поездки, так приятно оказаться в тишине своего дома, перевести дух, замедлиться, и лучший способ сделать это – окружить себя красотой. Вот, например, большой праздничный букет. Он великолепен, но порой ему тесно на нашем столе. Что же делать? А давайте сотворим чудо и из одного большого великана создадим несколько изящных миниатюр, которые наполнят уют, их сделают прекрасной каждую комнату. Смотрите, как это можно сделать. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Гнездина Елена. Я владелица одного из цветочных салонов нашего города. Занимаюсь цветами более 25 лет. И хочу с вами поделиться, показать вам, как можно из подаренного букета собрать вазочку для стола. Емкость для воды. Сюда мы наливаем воду. А вот эта решеточка, она дает возможность установить так цветы, чтобы они не падали, чтобы была пышная композиция, равномерная, очень красиво смотрится во время трапезы. Можно взять любую невысокую емкость. Любой фужер, любую креманку, вот хрусталь, который опять входит в моду, кстати. Мы будем делать вот в такую вот вазу. Наливаем воду, можно из-под крана, отстоянную. Также можно развести здесь средства, спецсредства для продления жизни цветов. Можно без средства. Берем скотч и делаем скотчем решеточку. Когда вам дарят цветы,
Вы же их подрезаете, и они становятся короче, короче, короче. И вообще, чем короче цветок, тем он дольше стоит, потому что вода быстрее добирается до бутона. И вставляем сюда цветы. Подрезаем, чтобы это была невысокая композиция, чтобы цветы не болтались, не падали, а стояли удобно в этой вазочке. Можно вот так замерить высоту. Вот смотрите, примерно на вот таком уровне, да, будет стоять. Значит, вот так где-то подрезаем. Подрезаем тоже с секатором, ножницами нежелательно. И вставляем вот в эти дырочки. Листики убираем, всю зелень убираем, чтобы не попала в воду и не загнила. Можно вот так немножко под наклоном ставить, да, чтобы она как повыше, остальные вот так вокруг ее обрамляли. Будет стоять в центре стола, и всегда в центре стола симметричные композиции смотрятся гармоничней. И, естественно, в букете всегда есть зелень. Мы также ее можем использовать. Так, вот чуть-чуть, допустим, для обрамления. Зелень всегда очень красиво дополняет букет, да? Вот так можно дать вторую жизнь вашему букету. И украшайте свои дома. Да, мне кажется, и новогодний букет можно сделать таким образом, тоже сделать какую-то композицию, даже симметричную на столе. Так что полезные советы, мы всегда рады им поделиться. Напоминаем, что также они есть в телеграм-канале. Завтра мы, между прочим, и в эфире поговорим о Дне качества. У нас будут интересные гости. Не переключайтесь, оставайтесь всегда каждое утро в прекрасном настроении, в нашей доброй компании всей семьей. Хорошего дня, отличного настроения. До завтра!